Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство отца и хранении наркотиков, предстанет перед судом в Якутске. Следствием установлено, что вечером 16 февраля текущего года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в гараж своего отца для разрешения семейного конфликта. Обвиняемого не устраивала позиция родителя. Он отказал в финансировании сына, который не желал работать, а также имел конфликты с законом. Отца в гараже не оказалось, и мужчина решил дождаться его. При этом он обнаружил декоративное сувенирное изделие, изготовленное самодельным способом по типу якутского национального клинкового оружия «Батас», и решил совершить убийство отца. Дождавшись возвращения родителя, злоумышленник подбежал в его сторону, и когда мужчина выходил из своего автомобиля, в порыве гнева, усиленного алкогольным опьянением, начал наносить ему множественные удары по голове и телу, пытаясь попасть клинком в голову. Потерпевшему удалось блокировать удары, чем он защитил свою жизнь. Когда обвиняемый устал, мужчина сумел его обездвижить и вызвать сотрудников полиции, которые задержали злоумышленника. В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что обвиняемый незаконно приобрел и хранил дома для личного употребления наркотическое средство. Следует отметить, что обвиняемый не признал вины в преступном умысле, направленном на убийство отца, но следователь собрал доказательства, которые подтвердили намерение мужчины лишить жизни потерпевшего. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. В одном из баров Якутска в течение часа незаконно удерживали сотрудника сводной группы оперативного штаба. Об этом сообщает административная комиссия города. Во время контрольных мероприятий в баре его владелец закрыл дверь на замок и удерживал внутри одного из сотрудников группы. Как говорит сам владелец заведения, причиной стало нападение на него во время контрольных мероприятий. Однако в административной комиссии сообщают, что никакого нападения не было, и это была провокация. По их словам, представитель заведения незаконно завладел папкой с актом проверки, в котором зафиксированы нарушения по несоблюдению указа главы региона. Сотрудник группы хотел забрать ее, но неожиданно встретил сопротивление со стороны представителя заведения и попытки завладеть документом. Мужчина погиб при опрокидывании машины до приезда скорой помощи в Намском районе республики. По информации ГИБДД региона, 36-летний водитель Toyota Ipsum с 3 пассажирами ехал со стороны села Столбы в Маймага. На 118-м километре автодороги Нам он съехал на обочину и опрокинул автомобиль. 49-летний пассажир от полученных травм скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. В момент ДТП погибший находился на переднем пассажирском сидении, не пристегнутый ремнем безопасности. Уточняется, что другие пассажиры, мужчины 43 и 46 лет, тоже не были пристегнуты, однако в результате ДТП они не пострадали. Водитель имеет 9-летний стаж вождения. В 2020 году 12 раз привлекался к ответственности по линии ГИБДД, в том числе 9 раз за превышение скорости. Проведенное освидетельствование у водителя показало 0,71 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. По словам мужчины, он ехал со скоростью 80 км в час и не справился с управлением, а спиртное выпил уже после происшествия. Этому противоречат объяснения пассажиров, из которых следует, что мужчины выпивали вместе. Один из них рассказал, что они решили поехать в другой гараж и до поездки выпили 2 бутылки водки. Материалы по факту ДТП переданы следствию. Житель Нерюнгри спрятался в магазине одежды, чтобы украсть вещи после закрытия. По сообщению пресс-службы управления Росгвардии по региону, наряд группы задержания прибыл в торговый центр после срабатывания сигнализации в 1:30 ночи по местному времени. Росгвардейцы заметили приоткрытые металлические рольставни одного из неохраняемых павильонов на 2-м этаже. Сотрудники выбежали на улицу и недалеко от торгового центра задержали мужчину. По официальной информации, злоумышленник в рабочее время незаметно проник в помещение магазина одежды и спрятался под стойкой. После закрытия он похитил куртку, толстовку, джинсы, футболку, фотоаппарат и вышел на улицу через входную дверь, запертую на магнитный замок. У задержанного жителя Нерюнгри изъяли похищенное. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В Москве задержали 42-летнюю женщину, которая работала сиделкой. Ее подозревают в умышленном причинении физических страданий 90-летней бабушки, за которой она ухаживала. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Отмечается, что в полицию обратился 50-летний мужчина, который сообщил, что его бабушку, возможно, избивает сиделка. Правоохранители провели проверку и нашли доказательства подозрения москвича. Как оказалось, на протяжении долгого времени женщина систематически истязала свою подопечную, которая из-за тяжелого заболевания была беспомощна. Один из таких инцидентов попал на видео. На кадрах видно, как сиделка бьет и толкает лежащую на кровати пенсионерку, обзывая ее при этом уродом и крича. Выяснилось, что женщина жила с бабушкой на протяжении 6 лет и ухаживала за ней. Свою агрессию подозреваемая объяснила тем, что старушка не хотела спать. А почему вы в полиции оказались?
Это день-два дня не спала она. Я тоже хотела бы опять отдыхать. Я сказала: Жанна, спите, я тоже буду немножко отдыхать. Она кричала: помогайте, помогайте. Куда-то собирался диспансер сказали, чтобы руки ее повязывать. Я ее всегда руки повязывала. Ее внук знает, что я руки повязываю. Охваченный пламенем шпиль церкви Вознесения Господня рухнул в воскресенье в Сантьяго, когда в столице Чили проходили манифестации, приуроченные к первой годовщине выступлений прошлой осени. Тогда в столкновениях с полицией и военными погибли более 30 человек и свыше 1000 получили ранения. Многие лишились глаз в результате попадания резиновых пуль. Из-за вспышки коронавирусной инфекции протесты пошли на спад, но теперь вспыхнули снова. Людей по-прежнему возмущает социальное неравенство. Они требуют провести реформы образования и здравоохранения, а также отменить Конституцию, принятую во времена диктатуры Аугусто Пиночета. Он совершил военный переворот в сентябре 1973 года и сверг левое правительство Сальвадора Альенде. Демонстранты в минувшее воскресенье призывали сограждан выступить против основного закона на референдуме, намеченном на 25 октября. Нынешние выступления, начавшиеся вполне мирно, вскоре переросли в уличные столкновения с силами безопасности. Радикально настроенные молодые люди швыряли в полицейских камни и самодельные зажигательные бомбы. Те пустили в ход водометы, слезоточивый газ и иные спецсредства. По данным главы МВД Чили Виктора Переса, пострадали 18 сотрудников. Он сказал, что зачинщики беспорядков не хотят решать проблемы страны демократическим путем. Вандалы устроили погромы в магазинах, подожгли полицейский участок и 2 церкви.